Событие зимнего сезона. Ура, ура, ура! Здравствуй, озеро! Ну вот, Блин, я 3 года не был на нем. ехали, ехали и приехали. Да, я 3 года здесь не был. Ну, вся рыба твоя, которая была, соскучилась Нет, уже, она выросла. головой бьется об лед. Смотри, бур кто-то. Бур, привет! Вот это да! Это хорошо. Так, наверное, сразу чай попьем. Обязательно. Как без Чайковского? Такая долгая дорога. Так что, блин, испереживались так. Туман аж куда? О, туман, говорю. Как? Туман, да? Нет. Алтай. Алтай, шалтай, болтай аж И где-то. то встал. И то куда-то там за волком, что ли, побежал. Да, где-то что-то унюхал и, блин. А вчера 2 волка прошли по льду здесь. Вот к концу озера, туда слева направо. Лишь бы этим волкам не попался, съедят. Да, он ой, жирненький такой. Карачок. Скушает только так. Алтай! Ну все, начинаем с Чайковского. Да. И будем, я так думаю, сделаем достойное завершение зимнему сезону, да? Конечно. Сколько можно, сколько можно. Ай. Иван Григорьевич, когда мы месяц назад уже где-то, да, в лесу-то, на лесной речке-то были, весь пакет Да. порвал, да? Вон это зацепляет. За этот месяц он исколесил уже все реки, летал на вертолете. Аэролодка все-таки у него получилась. По льду ездит, да, Иван? Ой, летает 80 километров. 80 километров в час, да? Да, я говорю, вот, ну, сколько, по- ниже Покчи. По воде километров 30, да, получается? Меньше, 20. Меньше, 20. Да, потому что даже по льду летишь, блин, в воду раз, вот как машина, едешь по асфальту, лужа, и чувствуешь, машину тормозит, так и лодку, раз притормозит, блин, потом пошел, залез на лед, опять как рвануло. Ну, это Ну, уже ради всё. такого удовольствия стоит подождать первого льда, да потом последнего. Первый и последний лед, да. Ну, надо сделать это, пластик надо тоненький. Это у меня тяжелый пластик, у тебя корыто тоньше пластик. У меня 6 пластик. Ну. Зато крепкий, можно по камням ездить. Так а мы ее по асфальту тащили к речке. Я говорю, пусть шлифуется, легче будет. Так что, Так, все, сало. сальцо. Славненько потрапезничали. Да, надо термос мне на следующую зиму менять. Один раз упал на крышку, все. Пропускается. Не, да, вот крышка пропускает. Как только не подмотаешь целлофан, все. А так держит 2 суток. Мгм. Подарок. СНТ подарили. Откуда? СНТ на работе подарили. А, На 23-е. Уже сколько лет он держит, блин, 2 суток. Тебе куда наливать? туда в красную. Красным? О. Кипяток. В зеленом прохладительные напитки, в красном горячительные напитки. А, огорчительный.
Да, все было, конечно. Хорошо, но все быстро проходит. Все очень быстро проходит. Вот сколько лет не работаю, блин, как-то ребята звонят, блин, даже советуюсь. И ну, спрашивают, что там такое может быть, то все, блин, ну мы же сколько проковырялись в этой технике, блин. Короче, в такой технике, что я уже познал ее, блин, 20 лет назад. Я первые КАМАЗы пригонял. А кто-то еще и впервые видит КАМАЗ этот, блин. Вот как слушает там, что же стучит, все заменили, все поменяли. Ну, на базе это было. Это не хвастовство, а говорю то, что есть. Тогда и механик может слышать, который спросил меня. Привет, привет передавай. Привет, да. Как зовут механика? А я не помню уже даже. Ты в иномарках разбираешься там? Я говорю, не разбирал. Не скажу. Ну, КАМАЗ двигатель. Я первый пригнал, и я его советую. Головки не перетягивать. Положено по динамометру ключу затянуть там 22. 22 затягивай или 18. Как указано. Перетянешь чуть, проехал 10-15 километров, шпильку рвет. Все, расширение такое, потому что там металл, как бы в основном алюминий, сплавы. Вот. Поэтому я рекомендую, что надо по динамометрическим ключом все затягивать. А когда они начали копаться, говорят, мы уже это снимали. Я говорю, заведи, завел. Так. Я говорю, в третьем цилиндре стучит поршневой палец. Если это неправда, то потом позвонишь. А мы форсунку меняли, вот стучит вот здесь все. Это не форсунка стучать не может. Она либо льет, либо это, а стучит всегда палец. Потому что я 2 раза менял, 3-й и 7-й на одной шейке. И они, а почему растягивает? Вот растягивает верхний этот, ну как говорится, гнездо, растягивает палец прямо. В первый раз, когда мне на 7-м застучал, там был вот такой, блин, зазор, вообще зазор был. Потом начало стучать чуть-чуть, цик-цик, как у них. Я говорю, 3-й. 3-й снимаю, поменял 3-й. Все, этот двигатель у меня обгонял, у меня на Урале он стоял. Я обгонял все КАМАЗы, эти бегунки, блин, такой шум. Я обгоняю его, встречный идет. Куда деваться с лесом? Я, блин, без леса, а с лесом встречный. А я этого обгоняю, спуск. Я, блин, в кювет, по кювету вдоль леса обогнал это, выехал. И поехал. Урал-то, блин, на ходу, блин, включаю все. Это был цирк. Вот 14 лет на этом лесовозе вырисовывался только так. Это здесь Троицкий еще, да? Да. А там ты на севере только чисто слесарем был, получается? Да, а пошел в гараже, ну, каждый, ну, есть молодые же люди. Пришли там, ну, что, с Башкирии, там где-то он в колхозе работал на газончике, а тут КАМАЗ. Вот, чмакай, там, чек. Ой, пришел Григорьевич, вот, не включается 4-я. Приехал на 3-й. Я говорю, снимай крышку. Снимаем крышку. Коробка сухая. Я говорю, как ты хотел, чтобы 3-я работала? Она смазывается через вал. У тебя масла нету. Она прикипела. Я говорю, думаю, ну, пока Мансур шаги, то есть не видит. Я говорю, залей-ка ведро масла в коробку. И заведи двигатель. Он говорит, выжму сцепление, двигатель работает. Я говорю, нормально. Залей. Я сажусь в кабину. Выжимаю сцепление, завожу. Все работает, накачал воздух. Сцепление выжато. Нажимаю на тормоза. Тормоза работают. Ну, у нее же на скорости. Это рычаг как бы на нейтральную, а приварена. Угу. И я резко сцеплением. Тум, нафиг. Все это. Заработала коробка, сорвала эту. Угу. Что припой был, да. Все.
коробка работает. Ну, короче, рычаг вставляю, вывожу шассировку на нейтральную. Все, работает коробка. Я говорю, и никому больше не говори, что у тебя это Масла не было. масла не было. Потому что тебе премии до конца года не Конечно, видать. это Не то, что 13-я, вообще ничего не видать. проморгал, получается, сам. Так, а напарник написал записку, что менял масло в коробке. И у вас такие напарники И письки. друг на друга. Ага. Тут выжимной. Надо менять выжимной. Ну гоняй, все, там слетело все. Оборвало это, где пружинка держит. Провернуло его, там все. Григорий, мне надо 3 путевки доработать, мне же премию, мне... Что сделать? Ну что, беру, выворачиваю масленку, просверливаю болтик на 10, вворачиваю в масленку, ну, смазываю, соответственно, натягиваю пружину за этот болтик, не гоняет. Все. Доработаешь, только напиши напарнику, что нужно менять выжимной. Этот отработал, напарник пришел, отработал. Он опять выходит, у него обрывает эту пружинку, опять начал... Григорий, опять начал шуршать. Вы что, не меняли выжимной? Я говорю, никто не обращался. Я же ему писал записку. Все, путевку только надо. Никому не надо ремонт. Так, ну, в общем, так вот. С раннего Поговорили? утра на рассвете вот солнышко уже поднимается. За горизонтом немножко появилось, но плюс. Вчера было -8 ночью, Рома говорит. Вот это держало. Сейчас вот как такового минуса не было. Получается, что у нас? Лед начинает таять. А так как возле берега вот эта чернота может провалиться, мы для подстраховки, наверное, что-нибудь жердину какую-то закинем. Вон пару штук, во Да, пару жердин мы закинем, пожалуй, для подстраховки. А там вот серый лед, он, я так думаю, на сегодня нам хватит на закрытие. И пойдем все-таки рыбачить, не ловить рыбу, а рыбачить, да? Рыбачить, конечно. Мы же на рыбалку приехали, а не за рыбой. Нет. Рыба у меня есть. У меня полный холодильник хариуса. Что? Ну, мне жена говорит, ну, неужели тебе Надоел рыба нужна? этот хариус, да, давай окуня. Я говорю, мне рыба не нужна. Вообще не нужна. Конечно нет. Мне интересно посмотреть на кивок. Ну. Чтобы тюкнул. А ты чё, в сотку не лезет, такие эмоции. Хлоп, он хвостом загибается. Я вчера такое 17 штук поймал. Удовольствие получил, как не знаю от чего, блин. Так как будто семгу. Да, Да нафиг семга нужна. Да пусть бы клевал только. Чтоб кивок. Всё, так что давай, утренний клев идет уже, Да. давай сейчас, побежали. Все, допиваем последнюю Мелочь. кружку чая и побежали. До первого пробку нет. Так, ну что, пошла рыбалочка? Началось. Началось! Первый заброс. Так, Ничего, пока. и у меня сейчас будет первый заброс. Пока никого. Пока хорошо. Пока никто не тревожит. Хорошо как? Ночью сегодня минуса не было, лунки Да. не замерзли. Чуть-чуть бы хоть прихватило. А так, Да, опасно как бы. Опа, ну, что, и сразу поклевка. что-то я не понял, ну. Что-то типа я еще, блядь, глубину ищу. Ну, а он может быть подо льдом. Да, там вот на Сойве был подо льдом с утра. Ну, тут я тебе скажу, я камеру смотрел, метр от воды где-то был. Подо льда. Раз, два, три, от дна. Метр где-то от воды. Не на дне, а где-то вот так вот метр плавал примерно. Главное, блесну сначала вчера пробовал. Потом опарыша с этим нифига. Только поставил на стоячку, бам, есть. Думаю, ну пойдет. И потом опять тишина. И потом так. Но в основном на блесну получается. Та вот на чертика 3 штуки поймала. На опарыша потом, наверное, 1-2, а остальных всех на блесну.
Не знаю, как утренний клев. Ну, пока Время еще покажет, не да. проснулись, но пока лесной по голове не ударишь, Да, время он, покажет. блин, ждет. Так, ну что, до первой поклевки? Опа, была поклевка. Поклевка была, да? Да. Оп, есть. Есть. Вот. О, вот это, таких я вчера штук 50, наверное, отпустил. Ой, А я же его т- тоже. так у тебя кот-то есть, может, Да это? не надо, кота есть, я наморозил уже ему. До пол-лета. А потом что, я сейчас уже начну на фидер хариуса Ага. ловить. Сейчас пока вода не прибыла, сейчас хариус на фидер будет ловиться. Обрыбился? Да, Ну, вон, с почином, Иван. да пусть уходит. Живи большим, вырасти большим, потом На первый лед придешь, да? через 5 лет. Приди ко мне, через 5 лет приходи. Так он в лунку не влезет. А так я возьму на 130 бур. Это же сейчас сотка. Он сейчас спокойно вошел. Так, ну что, вот я обрыбился. Такой же, Такой же мелюзга. как у Ивана. Вот такой вот первый у нас сегодня окунь. Ну, Первый, но неплохое. не последний. Да. Пусть через 5 лет попадет. Да хотя бы через пару лет, и то хорошо. Через 5 лет он в сотку уже не влезет. Возьмем 130-й. Или К тому 150. времени, может, у нас будет 150-й с электроприводом. 150. У меня электробур-то 130 есть. Так что... Ну, первый и последний лед, его таскать сюда, и так можно буриться. Да. Это когда зимний толстый лед. Да, сейчас что? Сейчас кашу бурить. Нет, вот он, если где он был, там он берет. Да, берет. У него кислороду хапнул, активность у него уже есть. Да, есть, конечно. А там вот возле берега вот 2 лунки сделал, там помельче чутка, но что-то не поймал я нифига. И лед там как бы не очень. Иван Григорьевич, напевая мелодию, бурит лунки на одной стороне озера. Оп, есть. Я на другой стороне озера. Есть, Иван, мелкий один. Одного мелкого, говорю, поймал. Косачи на болоте такую, слышишь? Вот там, вот косачи. А, пусть размножается. Курлы. Григорьевичу надо было пародиста идти. Таковик. Косачей и то дразнит. О, Иван! Красавец. Есть первый красавец! О! Да, о, заметно отсюда. Такой же, как вчера были. Блин, загибается, аж в сотку не лезет. Второй. О, блин, надо идти туда, там, значит, стая. Чуть-чуть поменьше. Хоть камеру не выключай. А, это мелкий. Третий маленький. Третий маленький. А тут никого, вот нету даже ни одной поклевки. Никто даже не затрагивает. Блин, заглотил-то, ёшкин кот. Куда глотаешь? Давай.
Бог любит троицу. Вот, смотрите, какие красавцы Йенскаден. Вот они, вот они, вот они, вот такие вот. Аж расщепериваются активные. Зимой они как глиста, блин. Еле-еле душа в теле. А сейчас они такие... О! Расщеперится он, как дикобразы, блин. Красавцы, конечно. Мне приятно таких окуней на удочку. А балансир есть у тебя, Иван? Есть. Попробуй на балансир. Так, ладно. Поехали дальше. О, вчера я здесь поймал на этой лунке 5 окуней. Вечером уже, вон, видно следы крови. Чутка помельче здесь немножко, возле берега. Так, еще немножко. Вот так вот, наверное, полоборота. И нормально. Ну, осталось, что нет. Вчера вечером на ура здесь, оп, что-то было, поклевочка. Только по блесне, видать, ударил. Так, дно. Сантиметров 30-40 от дна. И поехали. С каждым взмахом поднимаю чуть выше. Как бы пробуя все уровни. Потому что весной иногда окунь находится прямо подо льдом. Нет, так опять. Нет, удар-то был. Вот здесь дно. Вот так вот. А здесь где-то был удар. Нифига. Вот сейчас вот выключу камеру, обязательно клюнет. Вот он, вот он, вот он. Чуть поменьше, но красивый. Ну. Ты один-то плавал или еще с кем-нибудь? Ох, как солнышко-то греет, а? Все, походу. 25 апреля. Походу все. Зима в этом году сопротивлялась долго. Лед, как мы видим, на озерах еще стоит. Но уже все, уже потеплело. Сегодня ночью минуса уже не было, уже плюс. И сейчас хороший плюс. Сейчас где-то градусов, наверное, 5-6, не меньше. И солнце греет аж как летом. Так что скоро, возможно, будет уже в обед уже здесь находиться опасно, но особенно возле берега. Посмотрим. Кстати, река Печора вчера дала первые продвижки напротив пляжа. Лед ушел. Ну, так всегда там на повороте лед уходит. Выше поворота держит. И в Якше уже ледоход. В низовьях тоже продвижки. В общем, не сегодня, а завтра лед пойдет. Держит только то, что вода еще очень маленькая. Нет воды. Ручьи только-только начали наполняться водой. Интересно вообще в этом году с этими ночными заморозками сильными.
Все промерзает, снег тает, воды нет. Не знаю, как это скажется на утиной охоте. Завтра с Володей хотели заезжать на уток уже. Не знаю, что у нас получится. Ни одной утки сегодня утром не было. Да и завтра, наверное. Если воды не будет, утки не будет. Так что, может быть, надо будет заехать чуть позже. Так, ну что, тем временем у нас 3 красавца окуня уже утренних на льду. И что-то мне подсказывает, что с таким солнцем рыбу надо убирать. Без солнца она живет на льду долго. С солнышком. О! Это типа куликач. Оп, есть. Ух ты. Что-то идет. Давай. Вот он. Да! Я говорю, они расщепериваются, еле в сотку лезут, блин. Приятное ощущение такое. Тюк. Вот так вот они хвост выгибают и получается еле-еле в сотку пролезают. Так, ну что, парочка здесь, парочка там. Ну, хорошее начало, скажем так. Так, была поклевочка. Прошелся тройничком по зубам. Оп, еще одна. Мимо. Григорьевич уже песни запел. А могилі моїй посадіть молоду яварину. І не плачте за мною заплаче рідня. Я любив вас усіх, а найбільше любив Україну. Но в цьому і є та найважча провина моя. А могилі моїй посадіть молоду яварину. І не плачте за мною заплаче рідня. Я любив вас усіх, а найбільше любив Україну. Певно, в цьому і є та найважча провина моя. Концерт на льду. Так, ну что, надо идти за ледобуром, сверлить новые лунки. 4 окуня утренних красавца порадовали. И пока тишина. Еще раз проверю эти лунки. И пойду за ледобуром сверлить новые. На улице просто жара. Лед разъедает на глазах. Еще и солнце вышло к тому же. Тепло, еще и солнце. Еще и ветер. І тихенько війду на плече. На могилі моїй посадіть молоду яварину. І не плачте за мною заплаче рідня. Я любив вас усіх, а найбільше любив Україну. Певно, в цьому і є та найважча провина моя. Певно, в цьому і є та найважча провина моя. Я прожив на білім світі немало.
Значит, промень солнца, значит, крапля росы. Одна поклевка и все. И вон какой хороший у тебя бычки тут. Я 4 поймал. 4. Да, 2 здесь, 2 там вон. Ух, блин, да и вон какие бычки, блин, настоящие. Рыба настоящая. 40-очники, 45-очники. Ой, блин. Ой, какой. Еще и выворачивается. Я специально буру взял, чтобы оббурить, а то же иначе что я буду смотреть. Тут вон крови валяется. Вот вчера 5 штук вечером здесь поймал. Сейчас, разбуди их, разбуди. А один у меня, блин, ушел и все. Значит, они тут где-то тасуются, потому что на берегу собираются. Вон там вершинка лежит, вот где-то у вершинки должен быть. Нет, Так, ну что, на 25 апреля походу пришло лето. Время 6 часов 50 минут, а жарит уже не по-детски. Уже, вон, я уже весь разделся, Иван Григорьевич тоже весь на распашку. я хочу снять куртку, вон, повесить на... Но к берегу туда лучше не подходить, лучше куда-то елку. Да нет, туда. там еще нет. Тучи все разошлись, вышло солнце. Окунь разошелся. Это еще хорошо, что хоть небольшой ветерок дует, но это вот тепло, солнце и ветер просто разъедают лед на глазах. Там что, каждый год на Россию приедешь, это шубу постелил и загораешь, и ловишь. Да? Конечно, там вообще в яме нету ветра. В этом году, говорят, там плотва хорошо клевала, крупная. Там по 2-3 раза ловили, блядь, крупных. Сейчас ловят до сих пор еще. Правда, лед там уже опасный. Да такой же метровый. Не там, где река входит туда, уже говорят... Вот там бывает, там промывает, а там лед стоит еще до мая месяца. До и 1 июня. Ну, 4 окуня обнадежили. Там, и что-то опять затихло. Была еще поклевочка вот у меня где-то на крайней где-то лунке. И все. И не пойми, оп, есть поклевка. Оп, есть поклевка. Ну, что-то он бьет по блесне куда-то, блин. 2 раза тюкнул. Но по Ну да, я вот камеру смотрел, они бьют по блесне, а не по тройничку. И... Оп, третий раз. А вечером аж заглатывали. Ну это мелкий, наверное. Конечно, он тренируется просто. Да. Толкает носом. Он жопой подходит, блин. Вчера смотрел в камеру, так интересно. Мелочевка долбит, так 1, 2, 3. Раз крупный подошел, блин, откуда-то со стороны. Бац, сразу и все, загнул, блин. И что, это из-за солнца, я так думаю. Солнце вышло и перестали поклевки. Наверное, видимость хорошая. На той стороне солнца нету, А, ну да. а все равно нет поклевок. Там тенечки надо пробуриться. Сейчас эту сторону пройдем, да пойдем на ту. Потом тут будет тень, придем сюда. Ну да, потому что вчера вечерком темнеть начало. И перед темнотой вообще красота. Мелочевка отсеялась. Ни разу, блин, вот. Летит штук 100, наверное. Высоко летят лебеди. На север пошли. В тундру. Метров 300, наверное, от земли. Еле видать. Чуть ниже самолета летят. Да, полетели над тобой летят. Над тобой или надо мной? Над тобой. Первый косяк лебедей. До этого слышал где-то неделю назад примерно с Ромкой, когда плоты строили. А сейчас вот увидел первый косяк, но высоко-высоко.
Солнце вышло и вообще поклевки перестались. Ни мелкие, ни крупные, ничего не клюет. Надо камеру глянуть, посмотреть. Они, наверное, просто это... Как в том ролике. Ты кого хочешь, но ебать? Опа, есть. О, мелкий. Мелкий, а расщепериться так тяжело идет, блин. Как будто здоровяк какой-то. Вот. Мелочевка пузатая. Всех мелких сегодня отпускаем обратно. Они нам не нужны. Нам живцы не нужны. Ну, клюнул уже хорошо. Дает надежды. Щуки нету, может, никто не пробовал. Не, если была бы, она все равно блесну обрывала. Ну, поклевка. Оп, поклевка, опять мелкий. Ну, этот вот и средненького поймал. Чуть меньше ладошки. Но этот тоже мелкий. Такого тоже отпускаем. Берем только крупного сегодня, да? Конечно, а зачем это мелочь? Мелочь я вон наморозил капусту. Оставим, пусть за лето к первому льду поправятся немножко. О, что-то тюкает. Ну, мелочевка, наверное, это. Оп, вот третий мелкий. Или одного и того же катаю, я не знаю. Не, они все разные. По глазам вижу, что они разные. О, косачи запели, лебеди поют. Все-таки хорошее время года весна, да, Иван? Да, все, живай. Все просыпается, иди гуляй, Васек. Гуляй, Вася.